Слово предоставляется представителю адвокатуры. Кто из вас первым будет? Арзаматов? Пожалуйста, Арзаматов. Джемишбек Нуриятович. Уважаемые судьи Конституционной палаты Верховного суда, адвокатура Кыргызской республики поддерживает позицию омбудсмена в части того, что статья 19, часть 4 противоречит статье Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности, противоречит статье 16, части 3, в части равенства сторон Конституции Кыргызской республики. Мы полностью поддерживаем. На самом деле условия получения права заниматься адвокатской деятельностью неравные. Есть определенные ограничения в отношении тех лиц, которые на общих началах сдают экзамен. Также, согласно статье 40, части 3, каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь. В этой части адвокатская деятельность является именно деятельность, которая направлена на оказание квалифицированной юридической помощи. Естественно, нам необходимо уточнить, что такая квалифицированная юридическая помощь. Естественно, это требует определенных ограничений, определенных сложностей и процедур для того, чтобы не каждый мог оказывать квалифицированную юридическую помощь. И в связи с этим в законе об адвокатуре и адвокатской деятельности есть норма, которая предусматривает определение квалификации кандидата на получение адвокатской лицензии. То есть тот человек, кандидат, который хочет оказывать квалифицированную юридическую помощь, он должен проходить квалификационный экзамен. Мы пока не оспариваем процедуру экзамена, именно вот это сито имеется для того, чтобы он мог оказывать квалифицированную юридическую помощь. Также хочу отметить, в свете судебной реформы, в укреплении верховенства права на сегодняшний день очень много уделяется вопросам развития судебной системы, развития правоохранительной системы. И, естественно, очень важное значение имеет как раз-таки развитие институтов адвокатуры для того, чтобы оказать квалифицированную юридическую помощь гражданам и человеку. Также хочу озвучить позицию адвокатуры. 26 ноября 2017 года был проведен съезд адвокатов Кыргызской республики, и там были озвучены пожелания большинства адвокатов об исключении автоматчиков. Также мы, как адвокатура, профессиональное сообщество адвокатов, преследуем цель усилить, укрепить статус адвоката, повышение статуса адвоката. Если мы даем преференции определенным категориям гражданам, какая речь о повышении статуса? Мы должны по максимуму усложнить доступ к адвокатской практике. Не каждый может спокойно заниматься, а должен пройти через определенные процедуры. Также, уважаемые судьи, адвокатская деятельность предполагает осуществление юридической помощи по различным направлениям. Это уголовное, гражданское, административное, дела об административных правонарушениях. Я не уверен, что сотрудник аппарата Джоркиниша, который занимается нормотворчеством, имеет те же навыки и знания, которые я озвучил выше. Сотрудник аппарата Джоркиниша, аппарат президента, их основная функция заключается именно в экспертизе, в разработке НПА. Насколько это совместимо с адвокатской деятельностью, которая предполагает определенные компетенции, как умение анализировать документы законодательства, умение их применять на практике, а также ораторское искусство. Насколько пятилетний стаж работы в государственных органах, согласно статье 19, могут
гарантировать квалифицированность их в оказании юридической помощи. Этот вопрос тоже надо уточниться. Также я задаюсь вопросом, если представителям следственных подразделений, правоохранительных органов, судей и аппаратов президента, Жоркинеша, правительства и бывшим депутатам такая преференция дается, почему бы не дать адвокатам, чтобы они тоже через 5-летний стаж могли бы стать судьей или следователем следственных подразделений? То есть отношения должны быть равными. Например, стать судьей — это очень тяжело, очень много процедур и сложностей, и так и в отношении других должностей. Адвокат является равноправным стороной в судопроизводстве. Соответственно, его статус и получение статуса адвоката должно быть таким же, как и в отношении судьи или в отношении государственного обвинителя. В связи с этим также на съезде адвокатов 26 ноября была принята концепция о развитии адвокатуры Кыргызской Республики, которая предполагает именно повышение статуса адвоката, который четко имеет мероприятие по ужесточению доступа к адвокатской практике на получение адвокатской лицензии. В связи с этим мы считаем, что на самом деле здесь статья 19 Закона об адвокатуре, часть 4 Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности не соответствует части 3 Конституции, статьи 16 Конституции Кыргызской Республики, и представление омбудсмена подлежит удовлетворению. Спасибо. Спасибо.